кульминацией всего этого является Мавлидун Наби, день рождения пророка, мир ему и благословение. Они пытаются сказать, что это просто сунна, непостоянная сунна, но это вершинная точка их акиды. Если ты не веришь в день рождения пророка Мухаммада, ты антахаридж, ты отдалился от Ахлю Сунны. Ты даже не принадлежишь к общине Ахлю Сунны. Это уже стало символом их веры. Если ты веришь в Мавлидун Наби, ты и есть истинный верующий. И у меня простой вопрос к этим знатокам. Я задаю им один простой вопрос. Приведите мне просто один хадис. Просто один хадис. Я уже не говорю о другом. Приведите мне вымышленный хадис или слабый хадис из сунны. Приведите мне, где пророк Мухаммад конкретно сказал: не забывайте отмечать мой день рождения. И не надо приводить мне: я родился в понедельник, я постился в понедельник, я постился в четверг, врата рая открываются по понедельникам или четвергам, или приводить мне аяты из Корана. Скажи, это милость и милосердие Аллаха. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают. Давайте будем радоваться Его благословению, они говорят. Что это за благословение? Имея в виду благословение пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Ученые по тафсиру упомянули, что суть этого аята — это радоваться самому Корану и радоваться сунне. Нет ни одного четкого хадиса, ни одного четкого хадиса из существующих. Но они хотят играть на эмоциях людей. Говоря, это настоящая любовь, настоящая набожность. Но запомните, вся его благословенная жизнь была задокументирована. Как он справлял нужду, как он смеялся, как он плакал, как он разговаривал, как он спал, как он целовал своих жен, как он делал все в жизни. Билляхи алейкум. Если бы все это было задокументировано в книге по хадисам, почему нет ни одного хадиса? Если я поношу пророка, если я богохульствую против посланника, мы потратили всю свою жизнь, изучая его сунну, всю свою жизнь, читая его хадисы. Ученые по хадисам, уляма ахлюль хадис, потратили всю свою жизнь, чтобы найти утверждение пророка Мухаммада, и внезапно вы нашли это. Внезапно вы нашли их, скажу более этого. Вы нашли это, опередив Абу Бакра, вы нашли это, опередив Умара, вы нашли это, опередив Усмана, вы нашли это, опередив Али. Они что, были очень заняты? Вы нашли про его день рождения, а они не смогли найти про это? Имеет ли смысл это для вас? Вы нашли это, а они не смогли? Также и остальные сподвижники. Биляль, да будет доволен им Аллах. После смерти пророка Мухаммада, мир ему и благословение, он прекратил давать азан. Вы же хотите поиграть на людских эмоциях? Биляль прекратил давать азан. Он сказал: как я могу продолжить, когда я дохожу до ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах, а пророка уже нет передо мной? Его нет передо мной, и я не могу больше произносить эти слова. Он уехал и перестал давать азан. Затем вернулся и начал давать азан. И все сподвижники зарыдали, когда услышали его азан. После азана вы стали давать дуруд, приветствие. Разве Биляль давал дуруд после азана? Разве он давал дуруд после азана хоть раз в своей жизни? Вы любите посланника больше, чем его любил Биляль? Вы любите посланника больше? Любите? Нет, не любите. Это лживая практика. После азана давать приветствие. В каком хадисе об этом сказано? В каком хадисе это присутствует? Мы признаем это ложным хадисом. И вы уверены, что вы любите пророка больше, чем Биляль? Вы любите пророка больше, чем сподвижники? Вы лжецы. Вы лжецы. Я просто вам это в лицо говорю. Вы лжецы. Я в жизни не сомневался в этом. Вы самые большие лжецы. И в судный день пророк скажет вам: прочь, прочь. Вы и есть лжецы. Вы люди, которые приписывали мне слова, которых я не говорил. Вы приписывали вещи мне, которых я не делал. Вы люди, которые приписывали эти лживые мнения. Это то, что будет сказано этим людям, и нет сомнений в этом. Уже нет времени, чтобы вам разжевывать слова. Люди хотят сказать, чтобы мы разжевали наши слова этим людям. Они хотят сказать, что мы те люди, кто богохульствует против него, мы те люди, кто порочит его, мы те люди, кто обесчещивает его, мы те люди, кто унижает его. Когда хоть раз в жизни мы унижали его? Никогда в жизни. Можете посмотреть и поискать в нашей биографии. Пророк, посланник ближе к верующим, чем они сами. Чем они сами. У вас кто ближе к вам? Что за люди окружают вас? Мафиозная индустрия окружает вас. Все эти люди готовы убивать, чтобы защитить своих авлия. Они готовы убивать вас, чтобы защитить своих людей. Не защищать хак, не защищать истину, не защищать ислам. И это потому, что ты говоришь истину этим людям. Вот во что они верят.